Освящается знамение сей крестной благодатью Пресвятаго Духа, окроплением воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается знамение сей крестной благодатью Пресвятаго Духа, окроплением воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. В общем-то, сегодня мы сделали большое богоугодное дело, поставили поклонный крест. Крест этот мы поставили в честь казаков-первопроходцев, которые жизнь положили для того, чтобы земля, на которой мы сегодня стоим, стала исконно русской. Потому что раньше она не принадлежала Российской империи, а начиная с Ануфрия Степанова в 17 веке, который отвоевал эту землю и присоединил к Российской империи. И вплоть до казака Тихонького казаки эту землю осваивали. Вот. И эту идею мы давно уже вынашивали. Правление, начиная еще, когда окружного казачьего общества не было, а было правление станицы Тихонькой. На правлении станицы Тихонькой мы решили, что поклонному кресту быть. И для того, чтобы установить поклонный крест, мы согласовали с мэрией города Биробиджана. Они нам дали письменное разрешение на установление данного поклонного креста. И вот мы думаем, что наши предки, в общем-то, достойны того, чтобы память о них оставить здесь. У нас большие грандиозные планы. Я уже договорился также с генеральным директором АО «Биробиджанстрой» Дмитрием Юрьевичем Косвенцем, что он нам поможет эту сопку облагородить. Мы выложим здесь брусчаткой, выложим постамент, сделаем табличку, в честь кого этот поклонный крест. И я так думаю, что данное место станет центром отдыха для горожан города Биробиджана, а еще, чтобы они ездили на сопку любви там и по-язычески не справляли свои после, я так думаю, что обвенчавшись православные в церкви, приедут сюда к этому кресту, чтобы поклониться и чтобы их семейная жизнь стала лучше.